when we talk about sanctification, there's two extremes that we can fall into. Когда мы ведем речь об освящении внутреннем, есть две крайности, в которые часто впадают люди. There are some people that are concentrating on all their failures and weaknesses and being imperfect and all the things that are not there, that should be there in their character and their lifestyle. Есть люди, которые зациклены и постоянно размышляют над своими слабостями, над своими какими-то дурными сторонами характера, над тем, что им не удалось, какие они неудачники, все, что они могли бы сделать и не сделали. И вот в таком духе. And they are unhappy and frustrated. Люди это, конечно desperate же, about themselves. все время огорчены, это люди разочарованные, все время грустные и находящиеся в отчаянном состоянии по отношению к себе самим. Они в отчаянии And находятся. then on the other hand, there's a small minority of super enthusiastic people. С другой стороны, мы наталкиваемся на... Это гораздо меньшая группа неких энтузиастов своего дела. They are always bragging about all the riches they have received in Christ and every Знаете, blessing это is люди, theirs and которые любят вот брать, например, стихи Писания о том, что мы уже были благословлены всяким духовным благословением на небесах, что они богаты безмерно, восседают вечно где-то. they are so impressed about what they got and who they are. Настолько они впечатлены всем, что у них есть и кто они такие. And when you say, God bless you, brother, no, I don't need blessing, I have all the Знаете, и blessing. это такие люди, они в такой крайности находятся, когда ты говоришь, да благословит тебя Господь, брат, да что мне, твои пожелания, я уже благословен сверх меры. Maybe you met some of these people. Может быть, вы таких людей тоже встречали. So which way should we choose, the first one or the second one? Итак, друзья, что нам выбирать? Сидеть и размышлять о том, какие мы неудачники, или бесконечно хвалиться всеми некими благословениями небес? None of them. Нам не подходит ни одна, ни другая крайность. We choose the middle road. Мы выбираем с вами середину We золотую. want to be more and more convinced about our weakness, С одной стороны, мы хотим не терять из виду наши слабости. our shortcomings, Мы не хотим лишаться здравого понимания о всем том, что мы делаем не так, our mistakes, об ошибках, которые мы совершаем. without being frustrated. При этом не огорчаясь до полусмерти, Because we простите do за... what the Bible says, we look away from ourselves unto Jesus. Потому что Писание нам говорит, чтобы мы поднимали наши глаза на Иисуса. So we don't deny our shortcomings. We don't deny the things that are still not in God's order. We don't Очень нам deny. важно иметь все еще реалистическое понимание о тех сферах нашей жизни, в которых не хватает Божьего порядка. But with the eye of faith, we look unto Jesus. Но глазами веры мы хотим смотреть на Иисуса. And we speak about ourselves, we think about ourselves, like Paul says, the one who has started the good work, he will finish. И при этом понимать то, что записано словами Павла, что Бог, начавший доброе дело в нас, обязательно будет верен его завершить, довести его до конца. And God can rejoice over us, even in our situation where we are right now, И being что Бог imperfect. способен радоваться нам, и мы Ему нравимся, даже когда мы находимся все еще в том состоянии, в котором мы находимся. Мы люди не идеальные. And the conviction of the Holy Spirit is not a threat for us. We don't hide, we don't run away from it. И We посему need it, we want it. обличение Духа Святого — это не какая-то угроза, это не что-то, от чего мы хотим бегать. Мы понимаем, что мы хотим этого и что мы нуждаемся в нем. Because we can see the smile in the face of the Father. Потому что мы видим, как Отец улыбается нам. And we are confident in His love. И мы имеем уверенность в Его любви. He's not angry, He's not frustrated. Он не злится, Он не разочарован. He's full of hope.
Он наполнен надеждой. And he has all kind of means to discipline us. И у него есть просто гигантский арсенал In различных case we get средств, stubborn and super spiritual. которыми он способен нас дисциплинировать, если мы начинаем проявлять упорство и гипердуховность. And if we come to this stupid attitude, I'm rich, I don't need anything. Знаете, пока мы не дошли до вот этого состояния, я так несметно богат, что мне не нужно уже ничего. We need his grace Мы постоянно нуждаемся в every Его moment, благодати. every day. Мы нуждаемся в Его благодати каждую минуту нашей жизни. So with this attitude, or we can train ourselves to be and to stay in this attitude. И очень важно научить себя иметь именно такое сбалансированное отношение. And then we are motivated to go forward. И тогда мы не будем терять этой внутренней мотивации постоянно двигаться вперед. And it's just an amazing privilege that we are called to be changed into the image of Jesus Christ. И это просто потрясающая честь, которая была нам оказана, уподобиться образу самого Сына Божьего. And it's not just because by this we glorify God, we give honor to Him, we are living proof of the power of the cross. И это не только потому, что тем самым мы по-настоящему способны прославить Отца, потому что тогда мы становимся живым воплощением того, что делает крест в жизни But we человека. also understand that sanctification is the condition, the number one condition of God for having fellowship with us. А еще Deep, intimate fellowship. потому что внутреннее освящение – это чрезвычайно важное условие, на котором настаивает Бог для того, чтобы иметь с нами общение. And this is a very important point that И, кстати some people сказать, do not see in the scripture. это очень важный момент, который многие люди игнорируют в Писании. The Bible says, without sanctification, no one can see the Lord. Вы же знаете, что написано, без святости или без процесса освящения в своей жизни никто не увидит Господа. The foundation for fellowship with God, experiencing His presence, His love, is sanctification. И основание для того, чтобы переживать Божью любовь и Его присутствие, это внутреннее освящение. And the question is not at what point of sanctification is He willing to have fellowship with us. И вопрос не в том, в каком моменте пути Он уже будет готов нашего освящения. Он будет хотеть с нами встретиться, и этого достаточно. It's not a certain measure of perfection that we have to reach before He comes Речь не and идет о is with us. некой мере совершенства, к которой мы должны прийти, прежде чем Он снизойдет до нас. But it's this heart Но именно отношение сердца, striving for growing and being changed. это страстное стремление вырасти и пережить внутренние перемены. And if that is not in someone's heart, И если это не живет в сердце того или he will иного not человека, experience this satisfying deep fellowship with God. такой человек будет не способен переживать глубокие и удовлетворяющие отношения с Богом. Because if someone is not interested in growing and being changed into the image of Christ, that means he's resisting God, he's forsaking his calling. Потому что если у человека нет внутри этого желания преображаться в образ Сына Божьего, такой человек, по сути своей, он противится Богу. И такой человек оставил основное Божье призвание для его жизни. And he's ignorant about the ways of God. Такой человек невежественен в путях Божьих. I remember one situation, a friend of mine who was also in ministry, he spoke to a young believer and he noticed right away, no, he was not a young believer, he was a long-term believer. He spoke to him. В общем, произошла как-то раз такая ситуация с одним из моих друзей. Он разговаривал с одним человеком, который, в общем-то, можно было уже сказать, долгосрочно верующий. And this young man was bragging about how long he already walks with Jesus. Да, и знаете, это такая категория людей, которая хвалится тем, насколько долго и глубоко они ходят с Господом.
But my friend was disturbed by the stench of tobacco in his nose, which came from the brother. Да, и пока тот человек рассказывал о своих глубинах, брата стало беспокоить ощущение запаха табака, которое исходило от And he брата. interrupted him by, he was bragging about himself, and my friend interrupted him. И вот человек хвалится глубиной познания Бога, его мой друг тормозит And he asked him, and when will you stop и smoking? говорит, ну а ты когда же курить-то тогда перестанешь? And he said, why should I? God loves me anyway. Знаете, и человек дает такой фантастический ответ. А зачем мне это надо? Бог меня любит таким, какой я есть. Such a person has never understood, the gospel has never understood his calling. Знаете, друзья мои, вот такой человек по своей сути, на что бы он ни претендовал, никогда не понял своего основного христианского призвания. And I say many times, if there's no desire in your heart to be changed into the image of Christ and to grow into this, you're spiritually dead and И you need я to repent. предупреждаю часто людей, я говорю, послушай, если внутри у тебя нет этого внутреннего посыла к переменам, к движению в чем-то Божьем, в возрастании в его характере, ты не обольщайся, ты духовно мертвый человек, тебе нужно покаяться. And although this is an obvious Bible fact that sanctification is the condition for fellowship with God, there are many people, at least back home, who deny this, who fight against it. Знаете, и несмотря на то, что это абсолютный библейский факт, который заключается в том, что единственным основанием для подлинного общения с Богом является наше внутреннее посвящение процессу внутреннего освящения, многие люди, во всяком случае в Германии, они отрицают это. Более того, они яростно этому сопротивляются. And they would call it legalism. И называют это не иначе, как They законничеством. would say, if this is true what you say, that sanctification is the condition for fellowship, then his love will be conditional, and this cannot be. Знаете, такие люди выдвигают такой странный аргумент. Если ты говоришь, что основанием для общения с Богом является посвящение внутреннему освящению, то значит Бог свою любовь делает условной, а этого быть не может. Божья любовь безусловная же. And these people do not understand the difference between God's heart and fellowship, experiencing the fellowship with God. Такие люди не отличают разницу в отношении Божьего сердца и взаимоотношения с Богом как таковые. Confirm this point, let's just look at 2 Corinthians chapter Давайте, 6, чтобы не быть голословными, откроем 2 Коринфянам 6 главу. verse 17 and 18. Do not touch unclean things. 2 Коринфянам 6 глава. 17. Поэтому выйдите из их среды и отделитесь, говорит Господь. И особенно вторая часть стиха. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Then I will receive you. И тогда 18 стих дальше продолжает. И я буду вашим отцом, а вы будете моими сыновьями и дочерьми. And I will be your father, И я приму вас, и я буду вашим and you shall be отцом. my sons and my daughters. И будете моими сыновьями и дочерьми. So here it's very clear. Condition for fellowship. Для общения с Богом существуют определенные условия. God is not talking about his heart of love. Бог здесь не обсуждает с нами свое расположение сердца любви, которое Он имеет ко всем людям. His heart of love for you today is in the same way as it was when you were still an enemy of God. Весь смысл-то в том, что сегодня Божье сердце наполнено по отношению к вам абсолютно такой же сильной любовью, которая жила в Его сердце даже когда вы были еще грешником. Or do you think God loves you today more than Или вы when you were still думаете, an unbeliever? Бог любит вас сегодня больше, хоть немножко, чем когда вы были неверующим? His heart is not changing. Его сердце не меняется. But when we are in arrogancy and in pride, he's resisting us, although he loves us. Но когда люди впадают, например, в гордость, когда люди впадают в надмение над Богом, Писание говорит, например, несмотря на то, что Бог все еще любит этих людей, Он им противится активно.
And at home we have such a confused spiritual atmosphere. Just reading this one Bible verse, you get nasty comments from people who think they know something. И вы не поверите, например, на Западе такая странная духовная атмосфера. Вы возьмете вот этот, например, конкретный стих из Писания и просто его где-то напишите. И люди будут вам посылать всякие мерзкие комментарии в ответ. And they accuse me that you preach a conditional love. Знаете, люди мне пишут: ты такой-сякой, ты условную любовь как смеешь проповедовать? I'm sorry, I'm just reading a Bible verse. И я им говорю: друг мой дорогой, я тебе просто Писание цитирую. If you have a problem with this, please talk to the author. Да, и если у тебя проблемы с тем, что здесь написано, ты с автором поговори. So here it's very clear. Здесь очень ясно And записано. there are many, many other scriptures И есть which give the same message. огромное количество стихов Писания, которые доносят до нас ту же Friendship самую with истину. God Писание говорит нам, requires a commitment to sanctification. что дружба с Богом, общение с Ним, оно подразумевает процесс внутренних изменений, которые мы называем освящением. Let me give one other word Я еще which I really appreciate very much. Я еще хочу вам сейчас Proverbs 22:15. показать стих Писания, притчи 22:15. Это стих, который я очень сильно, например, He ценю. who loves purity of heart Кто любит чистоту сердца, чья речь любезна, тому и царь будет другом. whose lips speak in a pleasant way, Да, чья речь приятна, his friend is the king. тому царь Wow, будет what an другом. invitation. What an Какое invitation. приглашение, друзья! Вам не So кажется, in про order какого to царя мы become a говорим friend здесь? of the king, Если the kings of ты kings, хочешь стать точно так же Something другом is царю necessary. царей, есть некоторые очень важные вещи, которые для этого требуются. we need to love purity of heart. Для этого человек должен любить чистоту своего And I сердца. hope, because I will not go into this now, but I hope you all have at least some understanding what it means to have a pure heart. И у нас сейчас нет возможности об этом подробно говорить, но я надеюсь, что у вас есть какое-то основное понимание, что такое чистота сердца. It's not a perfect heart. Это не идеальное сердце. Чистое сердце — это не идеальное If the сердце. condition would be a perfect heart, then who can have fellowship with God? Потому что если бы Божьим условием было идеальное, совершенное сердце, кто бы из нас тогда посягнул на общение с But we Богом? love purity and we Но strive когда for внутри purity. своего сердца я люблю внутреннюю чистоту, и я борюсь And за we нее в своей respond to жизни. the Holy Spirit when He is convicting us about things И that когда are not clean in God's eyes. Дух Святой обличает меня и показывает мне какие-то вещи, которые Бог считает нечистыми. 1 Timothy 1:5. 1 Тимофею The 1:5. goal, the final goal of all Написано, teaching цель же всякого научения, цель же всякого наставления is love out of a pure heart. — это любовь от чистого сердца. This is why we read the Bible. This is why we preach and teach. Другими словами, друзья, мы зачем читаем Писание, для чего мы слушаем проповеди, мы обучаем. And it's a sad thing, but it's a reality. There are churches that have no desire for purity. Друзья, и это такая печальная реальность. Есть церкви, целые церкви, которые не стремятся к And the чистоте. purpose of preaching is not motivating people to strive for a clean heart. It's not convicting them of things that are not right. Знаете, и удивительно, что часто целью каких-то проповедей, какого-то обучения вовсе не является чистота сердца, чтобы люди двигались как-то вперед, чтобы люди получали обличение, чтобы люди изменяли что-то в своей жизни. You know, you can preach for other reasons. Знаете, люди могут проповедовать по многим другим But причинам. those churches who do not bring the word for this purpose to reach this goal, Но люди и церкви, которые не обучают именно с такой библейской целью, о которой здесь записано, they are missing something. это люди, которые очень что-то важное упускают из виду. The wonderful presence of God.
эти люди будут упускать само прекраснейшее Божье where присутствие. we get encouraged and uplifted, and Когда ты inspired, в and этом присутствии можешь blessed. переживать, ну, я не знаю, когда тебя благословляет это, тебя это назидает, тебя это вдохновляет, тебя это освежает. So no desire for sanctification, no presence Друзья, of к God. чему я вам это говорю? Если нет внутренней тяги к освящению, не будет там Божьего This is присутствия. the final goal. Потому что Love это out of a pure и heart. есть цель всякого наставления. Это и есть цель всякого обучения, чтобы тех, кого обучают, у них была бы любовь от чистого And сердца. the word is given to us to produce this quality. И in us. слово дается нам для того, чтобы эти качества в нас могли возрастать. God is doing his work in us. Not we try to change ourselves by our willpower, but God is doing his work in us. Это Бог, который производит в нас свою работу и свое действие. Это не мы напрягаемся и стараемся каким-то образом изменить сами себя. Remember Ezekiel 36, Помните, мы с вами 26 упоминали and the following verses? Иезекииля 36 главу, I will create a new heart, где Бог говорит: «И я дам тебе новое сердце, and I will change you to be a person that И lives я- in my statutes and my commandments». Это очень важный момент и правильный перевод. «Я сделаю так, что ты будешь жить в соответствии с моими заповедями». That means I will create an obedient heart. Другими словами, Бог сам обещает производить в нас послушное Ему сердце. This is a tremendous promise. И это фантастическое And обещание. let's look at a verse in the New Testament to confirm this. Давайте с вами теперь обратимся к Новому Завету для того, чтобы там найти подтверждение этой мысли. I mean, actually, it doesn't need a confirmation because it was a promise of the new covenant that we have. Да, now. в некотором смысле мы и не нуждаемся в этом, потому что мы понимаем, что этот отрывок и есть обещание Бога касательно Нового Завета. So let's turn to Hebrews 13. Послание евреям 13, 20, 21. «Пусть Бог, источник мира, который благодаря крови, скрепляющей вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, великого пастыря своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет слава во веки веков. Аминь». So again, you see the goal that God has in the way He trains us and educate is that we do His will. Обратите внимание, здесь снова описывается основная цель Божьего действия внутри нас. Он хочет укрепить нас на добро для чего? Для исполнения Его воли. This is the final thing that He's after. We call it obedience. И другими словами, это то, что Бог так сильно стремится увидеть в нас – послушание. So as soon as Christians deny this fact that God wants to see obedience in our life, Друзья, и как только христиане начинают отвергать этот простой факт, что Бог ожидает увидеть в нашей жизни we послушание, know that we are dealing with people who are ignorant about the Word of God and God's ways. мы знаем, что такие люди невежественны в Божьих путях и в Божьем Слове. Back home, people would call this legalism. Друзья, вот то, что я вам сейчас говорю, например, в Германии люди будут называть законничеством. But these are people that do not know the Word. Но They это don't люди, know которые не the знают ни difference слова. between legalism, which God hates, and obedience out of our own free will and our decision and our desire. И разницы между законничеством, которое Бог и в самом деле люто ненавидит, и послушанием, которое вытекает из нашего покорного сердца. So the final outcome of teaching is obedience. Итак, мы говорили из Тимофея, цель любого наставления – это послушание. But obedience is more than what some people think. Obedience is heart agreement with God. Но это не в таком смысле послушание, которое, может быть, некоторые люди себе представляют. Это когда я согласен с Богом от сердца. It's not trying to do some Это не- outward Christian things with a heart that is resisting purity.
это не просто механическое исполнение каких-то Божьих требований, при этом сердцем, которое этому сопротивляется и которое это ненавидит. So let's look at the verse again. Obedience is the goal. Итак, держим у себя в голове. Послушание — это Божья цель в How нашей is he жизни. reaching this goal И как он, with you, with me? и как он к этой цели приходит, как он ее достигает в вас и во мне. King in you, Если посмотреть, что написано is- в оригинале. well pleasing unto him. Да, у нас это тоже написано, что Бог совершает внутри нас то, что угодно Ему. So in other words, his will be done by him working in me or Да, in you. самая главная вещь, которую мы должны понимать, что воля Божья свершается, когда у Него есть возможность производить свою работу внутри нас. He creates in me what is well pleasing unto him. Бог способен только производить внутри меня то, что будет благоугодно в Его глазах. If we believe this, И если мы в это верим, then without any stress то and тогда, any не стрессуя, insecurity and any self-condemnation, we то can тогда commit ourselves to this process of sanctification. без всякого самоизъедания, без всякого самоосуждения мы способны с радостным сердцем посвятить себя этой работе, которую Он готов сделать внутри нас. What a good news. И He согласитесь, is это прекрасная creating новость. in you what he wants to see, what is necessary for him. То есть Purity. Он совершает в нас то, что Obedience. угодно Ему, то, что Он считает важным. Это чистота, это послушание. A heart that is pleasing him. Сердце, которое способно приносить Ему радость. It's all his work. Это Его работа. It's not your effort. It's not you Это trying to не ваше make it напряжение, happen. когда вы изо всех сил пытаетесь что-то выдавить из себя. So our heart responds to such a wonderful verse is, yes, God, here I am. Друзья, Do your work in my heart. было бы здорово, если бы мы все реагировали на подобные стихи с правильным сердцем и говорили: Бог, аллилуйя, Ты сделай внутри меня, соверши это, Боже. I trust you and your commitment to change me, and I don't trust my own little strength. Да, я не уповаю на свою маленькую, ограниченную человеческую силу, но я уповаю на Твою решимость производить это все внутри меня. But Но this cannot be the whole truth. это не может быть всей полнотой истины. If it's totally depending on God and He is working in His children, then why we have such a mess? Why we have people who Потому don't что care, who возникает live у in нас, sin у and всех, all this? логический вопрос. Если это все напрямую только упирается в Бога, который производит внутри нас то, что Он сам хочет, то тогда почему мы все еще живем в таком ужасном состоянии? And of course, the Bible teaches there is a responsibility on our side. Вне всяких сомнений, Библия говорит о нашей взаимной ответственности, о нашей части, которую мы There is a должны в certain этом response иметь. that we have to show and exercise. Есть определенный отклик, который Бог ждет от нас и который мы должны в себе развивать. But it's important to understand this is a response to what God has promised and what God has committed Himself to do it in us. Но очень важно при этом отдавать себе отчет, как мы уже с вами говорили, что это наш отклик на Его инициативу, на Его действия и на Его посвящение и решимость. Only when we have this foundation, then we can really throw ourselves into the process of sanctification. If we Потому don't что- have this foundation, it will be just stress and condemnation and Только на таком основании Weakness. мы сможем радостно бросить себя в руки божественного освящения. А иначе это будет дорога, наполненная бесконечных разочарований и усталости. so God is doing the main thing, and without Him doing the main thing, you could try what you want and it will never be something.
Если это можно так перефразировать, это все равно все упирается, во-первых, в Бога, потому что если Он что-то не делает, мы можем напрягаться и стараться, сколько нам влезет, из этого ничего хорошего не And the выйдет. work is divided in two parts. The major part that only God could do and is doing. Итак, мы с вами подходим к этому важному пониманию. Основная часть работы – это то, что инициирует и делает сам Бог, And a minor part that we have to do that God cannot do. и гораздо меньшая часть, которая подразумевает нашу личную ответственность и наше вовлечение, и это нечто такое, что Бог не может сделать за нас тоже. And confusion will come if we don't know the difference between those two areas. И у людей начинается бардак в голове, как раз когда они две эти важные составляющие одного действия не различают. We need to understand by the scripture what he has done and what is he doing. Потому что на основании Писания мы должны понимать, что Бог сделал и все, что Бог еще делает, And how our response should look like. и как наш отклик на это действие должен выглядеть. And this twofold thing is very gracious. God is doing the impossible, you do the possible. Друзья, и This is в этом such тоже a есть relief. такая фантастическая благодать и такое облегчение. Бог со своей стороны делает невозможное, а нам оставляет только меньшую часть, которая всем нам под силу. It's good that it's not the other way around. Отлично, что это не наоборот, друзья. We just do the possible, what we can do. Друзья, Бог ожидает, что мы будем делать возможное, то, что нам под силу. So let's think about the three main areas, the most important areas there where we need changes. Давайте с вами поговорим теперь о трех самых, пожалуй, основных сферах, в которых мы нуждаемся The в three переменах. central components of a personality is will Мы понимаем, что речь Mind идет о воле, о разуме and feelings. и о чувствах. That's all. И все. Вот только вот эти три сферы. Our will, Рукой подать. our mind, and feelings. Да, это три важные сферы, которые составляют личность человека. Это разум, воля и чувства. And I find many people who are confused about what is what. Еще интересно, что выглядит так, как будто многие люди недопонимают вот это все тоже. They don't seem to understand how simple this thing is with the will. Знаете, разные люди не отдают себе отчет, насколько воля это, в общем-то, простая штука. Just before I came here, someone wrote to me and he saw a message on it was about forgiveness. And he said, but if I'm not ready to forgive, but I try to do it, then it's worth nothing. So he confused his feelings with his decision. Интересно, что вот прямо перед тем, как сюда приехать, мне человек, который послушал мою проповедь о прощении, пишет и говорит: но если я не готов простить, то, но я хочу, я какие-то маленькие шаги делаю, то это, вероятно, и ничего не стоит тогда. How can I forgive if I feel I'm not ready for it? Когда человек тебе говорит, как я могу простить, если я чувствую, что я внутри к этому не готов? So he tries to get the confirmation of his feelings to make sure what he wants. Знаете, удивительно, что этот человек все еще хочет спрашивать у своих чувств, что он хочет. This is not how life works. Но это не то, как устроена жизнь. Did you ever go to work without joyful feelings? Например, вопрос всегда возникает, вот такой резонный. Кто из вас ходил на работу без прямо бурлящей радости? How could you if your feelings don't agree? И вы же Then you're a понимаете, hypocrite. ужас-то какой. Вы лицемер, ваши чувства с вами не согласны. Что вы тащитесь на работу тогда, лицемер? No one in natural life acts like this. Ни один нормальный человек в практической жизни не ведет себя вот таким образом, как христиане ведут себя. In our cities now, because of a certain idea, we have many roads with speed limit, and you can just go only 30 kilometers, which is a big punishment.
В нашем городе сейчас тоже какая-то мода странная завелась. Понаставили различных ограничителей скорости в 30 километров, и это мука. No one would say in his right mind, how can I obey the speed limit if I don't feel like I want to do Знаете, it? и несмотря на то, что это мука, люди не сидят и не говорят, не буду лицемером, раз я не хочу, раз мне не кажется хорошим этим ограничением быть послушным, так я и не буду. The police teaches you very quickly that you want Друзья, to fulfill this. Гаишники Commandment. очень быстро вас обучат правильным истинам. It's a decision, nothing else. It has nothing to do with Друзья, feelings. это решения, которые люди принимают. И это абсолютно оторвано от человеческих эмоций. But when it comes to Christian things, people are totally confused. Но когда дело доходит до каких-то простых христианских понятий, у людей начинается какой-то конфьюз в голове. I read an interview with a Christian author from Switzerland. Я недавно читал интервью одного автора-христианина And из they thought he Швейцарии. was very cool and very advanced and would preach authentic Christianity. Да, This и is the name. интервью такое было под громким заголовком «Человек нереально крут, And человек нереально продвинут, он обучает аутентичному или подлинному христианству». And they asked him, and what about Bible reading? И ему задают вопрос в этом интервью, а как насчет чтения Писания? You wouldn't believe his answer. И вы не поверите, что этот человек Only when you ответил. feel like doing it. Он говорит, пожалуйста, читайте Писание только когда вам это прям сильно хочется. So here speaks a Christian author who's not understanding Bible, simple, basic Bible Друзья, principles. вот такой прекрасный христианский автор, который АБВ еще из Писания не понимает. Does your boss say, come only to work when you feel О, like, when конечно you're же, в full of жизни enthusiasm ваши and боссы, you really начальники want to do it? говорят, друг мой, ты так-то на работу не ходи, но только в те дни, когда у тебя появится страстное If желание. not, please be real, stay at home. Если нет, будь подлинным сам с собой, оставайся дома. Life doesn't work like this. Жизнь так не работает. There are duties you have to do. Есть определенные, совершенно оправданные обязанности. Every mother knows this. Every father knows Любая it. мать это понимает, любой отец понимает. There are things that are required from us, and we just have to do them. Есть вещи, которые просто нужно в жизни делать, и все. And with most people, in most cases, it really works. И у большинства людей, как только они на этот правильный путь становятся, у них все сразу They получается. drag themselves to work without any great feelings. Ничего, люди вполне способны без особых эмоций притащить себя на работу. And the boss is not even impressed about it. This is normal. Знаете, You и signed a при этом contract, это you даже come. нисколько не удивляет и не вдохновляет начальника. Он говорит, да мне все равно, хорошо, что пришел. Where does this idea come? Only Bible reading, only prayer, when you really can't help Знаете, yourself, друзья, and you откуда- have to do it from the inside. Весь этот, простите, идиотизм. Я буду читать Писание и буду молиться только когда на меня найдет некое вдохновение. Our spiritual life starts with a will. We make a decision. Друзья, наша духовная жизнь, как и вся другая жизнь, она начинается с правильных решений. And after we made a fundamental, general decision, I will follow Jesus. I will learn to obey God. I will learn to love God. И когда мы приходим к этим самым первым правильным решениям, я буду следовать за Иисусом, я научусь ходить за Ним, я научусь вот этому всему, Which is called conversion. что, в общем-то, называется обращением ко Христу. After this general decision, we make hundreds and thousands and 10,000 of little decisions after that every day, И после every того, year, как every мы делаем decade. эти общие, правильные, первоначальные решения, которые называются обращением ко Христу, мы делаем сотни, тысячи и там мегатысячи постоянно всякого рода правильных решений во все дни своей жизни. God expects us to move forward on the basis of a clear mind and a decision. This is what I want. Друзья, Бог ожидает от нас, что мы будем двигаться на очень простом основании, когда в здравом уме, в твердой памяти я просто принимаю простые решения. You could find so many Bible verses which back up this simple И вы truth. можете найти уйму разных стихов в Писании, которые подтверждают эту очень простую истину.
Deuteronomy 30. I have presented before you life and death. Это, blessing and конечно, curse. Now you choose. Второзаконие, 30 глава, это все сводится к этому. Вот я предложил тебе, положил перед тобой жизнь или смерть. Выбери жизнь. It's not, well, whatever God wants, it will happen. Знаете, это не такое отношение к жизни. Да, все, что Бог хочет, это в любом случае произойдет и придет в мою I жизнь. don't know if it will be life or death. Не blessing or знаю, curse. Let's а see. кто знает, что будет, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Что будет, то будет. О, No, God has made up his mind. Нет, Now you make up your Бог mind. уже точно решил, что Он хочет для тебя. Теперь Он предлагает тебе сделать свой выбор And when тоже. you are so overwhelmed with the big possibilities and the great number of decisions, God says, choose life. Да, и если прямо нас в ступор два выбора, жизнь или смерть, вводит, Бог еще и подсказывает. Он говорит, выбери жизнь, выбери вот это. So in case you don't know what to choose, God is helping you. Choose life, please. Да, на Be случай, smart. если у тебя там перемкнуло что-то, Бог дает подсказку, Он говорит, будь умным, выбери жизнь. So God even comes down to the simple-minded people who are always confused. Знаете, and He tells Бог, them what to choose. Он This же is just прекрасен. amazing. Он приходит на уровень даже совершенно незамысловатых ментально людей. Он даже таким людям, у которых только две опции, и они не могут. Он говорит, я тебе помогу, выбери жизнь. And choosing life means choosing obedience. Друзья, и когда ты выбираешь жизнь, ты что? Эта жизнь, она приходит через выбор послушания, элементарного. Deuteronomy 11. Второзаконие, 11 Can глава. you read it? Давайте 26 to 28. с 26 Deuteronomy chapter 11, 26 to 28. 11 глава с 26 по 28 стих во Второзаконии. «Сегодня я предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если вы будете слушаться повелений Господа, вашего Бога, которые я даю вам сегодня. А проклятие, если вы не будете слушаться повелений Господа, вашего Бога, свернете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за другими богами, которых раньше не знали». So you see, life and blessing is connected to obedience. Это очень простой стих Писания, который снова и снова напоминает нам, что жизнь и благословение напрямую связаны с послушанием. And although God says, I will create obedience in you, we have to choose it. Да, и интересно, что несмотря на то, что Бог решительно настроен производить внутри нас послушание, Он все еще ждет, пока мы согласимся с Ним и выберем это. We have to make a decision and we have to express it with our own Мы words. должны принять для себя какие-то решения и словами нашими собственными их Ему сказать. And please, if we choose obedience, this is not a holy vow, I will never have any failure. И интересно, что даже Бог не включает в этот выбор посвящения какую-то послушание, некую клятву, что я теперь буду идеальным, и что-то не может пойти не так в моей жизни. Some people say, I'm afraid to say, yes, I choose obedience, Я because встречал I'm not таких sure if людей. I'm able to do it all the time. Которые говорят, но я все еще не готов выбрать послушание, потому что я не уверен, что я буду так поступать потом всю свою We all жизнь. fail many times. Да, друзья, это тоже правда, что мы терпим неудачу It одну за starts другой with a часто. choice. Но в любом случае This is what I все want. в нашей жизни начинается с нашего выбора. Когда я говорю, да, это то, чего я хочу. And we say it unto God. И мы говорим это This Богу. is my choice. Мы говорим, Бог, это то, что я выбираю для себя. And maybe later, I don't know, in the last part, we come to the point of relationship. We even say it to our brothers and sisters. Да, и потом, когда мы дойдем до последней части, которая касается взаимоотношений в теле Христовом, иногда очень важно и людям это сказать. I want you to know who I am. I have chosen life. I've chosen Знаете, obedience. иногда очень полезно взять с собой в свидетели брата или сестру, или их несколько, и сказать, сегодня перед твоим лицом я выбираю послушание Богу, я выбираю жизнь. Which includes, in case I
forget this, что they have the right подразумевает, to remember me. что на случай, если ты увидишь, что меня начинает сносить, To remind me, right? Remind. Sorry, I'm ты sorry. будешь рядом, чтобы мне напоминать о том важном решении, которое я сегодня делаю перед твоим See, лицом. I'm still not perfect. Да? After 50 years, Видите, я тоже не идеальный, даже 50 лет спустя. and my wife could give you many other examples. Да, и моя жена может вам много интересных примеров рассказать. But I'm learning, and I'm willing to learn, and I'm changing. Друзья, но я учусь, я хочу научиться, и я изменяюсь все-таки. And Аллилуйя. I'm definitely in a better shape now И я than могу 30 вам years точно ago. сказать, что сейчас я в гораздо лучшей духовной форме, чем, например, You 30 лет didn't тому know me назад. then, Вы меня therefore you тогда не cannot знали, confirm it. But I поэтому know вы it's the не reality. можете этого утверждать, но я точно знаю. We are growing. Мы все It's a растем, process. и это процесс. Why it's called the fruit of the Spirit Почему, например, compared to the works of the flesh? Why not the works of the Spirit? освящение называется тоже плодом Духа, а не делом плоти? Ну почему это не может быть делом Духа? It takes time to grow. Да. Плод, он растет It's a медленно. process. У него процесс. We don't have to go to any seminar to learn to be angry. Знаете, к сожалению, нам не придется ходить на особенные семинары, где нас научиться из себя выходить It's могут. there since we are a little child. Знаете, мы все умеем злиться They прямо didn't с раннего train us детства. at school. We had it before we went to school. В школе предмета тоже такого нет. Давайте научим, называется, гнев. Мы с ним пришли даже But в the школу. fruit takes time. А плоды, So они God is patient. растут во времени. Let's Бог be терпелив. patient with us. И давайте будем тоже терпеливы к себе в определенном смысле. Don't try to beat yourself into holiness. Вас никто не просит забивать себя до смерти, вгоняя в святость. And condemn yourself when you И did something сидеть и wrong. грызть себя только потому, что вы что-то не то сделали. It doesn't help. Потому что вам это точно не поможет, друзья. It was such a relief, and in the early years of my Christian walk, God showed to me that condemnation, self-condemnation, is just an effort to pay for my sin. Знаете, для меня это тоже было откровением и некоторым облегчением, когда Бог мне просто сказал: ты понимаешь, что вот эта жизнь в осуждении и попытка жить в самоосуждении — это стремление расплатиться за свои грехи. So when I have done something Определенное. wrong, then for 2-3 days I went into self-condemnation. Потому что что я делал? Я сделаю что-нибудь не так, а потом я впадаю в самобичевание, и ты сидишь в этом несколько дней. And I thought this is an И я expression, думал: о, какое прекрасное проявление. and I thought this self-condemnation is an expression of my sincerity. И я думал, что когда люди изгрызают себя, я себя изгрызал, это проявление моей некой искренности перед Богом. And God had to show me it's just Но Бог мне показал, stupidity, Он nothing сказал: else. это глупость твоя определенная. Self-condemnation doesn't help you, Потому что самоосуждение не поможет ни тебе, and it doesn't help God. и Богу тоже ничего не поможет. Understand that Jesus Сделать. paid for your sins. Надо очень нам, важно для нас это принять, что Иисус уже заплатил за He наши bore the грехи. punishment. Он был наказан за наши грехи. Nowhere in the Bible we are called to punish ourselves. И нигде в Писании мы не призваны наказывать себя. Amen. Аминь. Аминь. So it's about using this wonderful capacity to make choices. Итак, все упирается в нашу прекрасную, всем данную способность принимать решения и выбирать. To be very sincere or very convinced about our choices. It would be a good thing to write them down, to express them. И тоже такая полезная штука. Очень нам важно, чтобы нам отдавать отчет в том, какие решения мы принимаем. Их полезно записывать и проговаривать вслух. In Isaiah 56, verse 4, we read about, we don't have to turn, Исайя 56:4, мы не будем это открывать. we read about people from the nations, which is us, who are called to love the name of the Lord. Там написано о народах таких, непонятных, то есть о нас, о язычниках, которые
призваны And their mark призывать is, имя Господне. they choose what is pleasing unto Him. This И- is и- how they are и- described. И знак, их отличительная черта, которой они описываются, это то, что они хотят делать угодное Господу. They made a choice. Это народы, которые сделали выбор. I don't care about my resisting feelings. I Это когда- understand humility, being teachable is a good thing. This is pleasing unto God. I make a choice. Это когда я понимаю, что независимо от того, какие это вызывает у меня чувства, например, способность выслушать кого-то, и чтобы тебя кто-то научил, способность покорить себя, это добрые вещи, смирение. И я просто выбираю это. It doesn't make sense to wait till your feelings agree. И, друзья, ждать, пока наши чувства начнут с нами соглашаться, абсолютно бестолковая It затея. starts with a choice. Потому что все в жизни Then, начинается с решений. by the act of our will, we change the way we think. А потом, благодаря этому решению и продолжая эти решения укреплять, мы изменяем образ нашего And мышления. then God is changing the way we feel. И тогда Бог со своей стороны This is the переменит order. чувства внутри нас. И это и есть правильный порядок. Two things you do and one thing God is doing. Есть две вещи, которые Бог просит от нас, а третью делает Он сам. You make up your mind what you want. Сначала мы должны все решить для себя, чего мы хотим. And you want to love God. You want to obey И God. понятно, что мы хотим любить Бога и быть You want to послушными agree Ему. with God. Мы хотим соглашаться с Богом. And you want to be in agreement with God even with your feelings. И мы хотим в конечном счете прийти к тому, что даже и чувства наши будут в согласии с Богом. Like hating evil. Например, мы научимся ненавидеть зло, и у нас It's a будут feeling. такие чувства. Это чувство, ненависть. And God expects us to learn to hate evil. И интересно, что Бог в Писании ожидает, что мы все научимся с вами ненавидеть зло. For example, Romans 12:9. Римлянам 12:9. Let love be real or unfaked. Там написано, пусть любовь ваша будет подлинна. What is the mark of a real love? Кстати, Next verse, hate evil. И там написано, описана подлинная любовь. Ненавидьте зло. Which knopka can you push to make feelings of hatred against evil? И что за кнопку нужно в себе нажать, чтобы в тебе поднялась ненависть ко злу? There's no knopka. Да, и такой кнопки нет у нас. But if you make a decision, Но если ты принимаешь if you решение, work on your mind, если ты занимаешься освящением if you своего ума, start with your mind преображением. agreeing with God, когда ты приходишь к состоянию, когда твои мозги начинают соглашаться с and Богом, then you use the everyday situation to act upon your и потом, understanding. когда ты начинаешь использовать те ситуации, которые происходят с нами каждый день для того, чтобы это утвердить в своей жизни, God, by His grace, Бог своей slowly благодатью will change шаг your за шагом feelings. медленно изменит ваши чувства. I know leaders, their children fell into sin, and they, oh no, this is just okay, and God will deal with this. Знаете, я вот, например, встречал служителей, их дети, взрослые, попадая там в какой-то грех, и люди такие, а что поделаешь? I was working with the church. There was so much impurity in the church, and we tried to establish the truth in the church. Знаете, мне довелось работать с одной церковью, там столько у них нечистот просто было, и ты пытаешься какую-то чистоту туда And привносить. we all agreed about certain guidelines, what is okay and what is not okay, И мы and согласились со служителями церкви, что, behaving towards the opposite sex. например, что будет приемлемым, а что будет неприемлемым поведением с представителями противоположного пола. The whole leadership agreed. Все служители согласились, сказали, But да, 2 years мы считаем, later, что это правильно, а 2 The года daughter спустя of one of the elders дочь одного из started старейшин an unclean relationship with a boy. завела какие-то нечистые сексуальные отношения с человеком And другим. I said, come on, now you have to do what you И have ты потом committed этим yourself. людям говоришь, окей, вот он твой шанс
проявить и сделать то, о чем мы некогда согласились. to teach me. Поступить по своему слову. You know, when it's your own daughter, then it's a different story. Знаете, а люди на тебя глазами лупают и говорят, ну это же, когда твой собственный ребенок, там же по-другому все ощущается. So it's a love without hatred against Знаете, и evil. это такая странная любовь, которая не подразумевает They spare ненависть their ко злу. child because it's their Конечно, child and they love it so much. конечно, своего ребенка нужно пощадить, потому что он же твой ребенок, ты его любишь так I сильно. warned them. I said, if you do this, И я you их lose предупредил. all authority in the church. Я You им lose сказал, it друзья, completely. стоит вам вот сейчас с таким лицеприятием начать поступать, вы потеряете всю свою власть в вашей церкви духовную, свой духовный авторитет. Truth is truth. Потому что правда, истина Божья, она Even if it одна. hurts, Даже если от нее больно. even if we have to apply the truth in our own family. Даже если мы эту истину вынуждены применять к близким нам людям. Jesus said, if you love father and mother or your children more than me, you're not worthy of me. Именно поэтому Иисус сказал, если ты любишь своего ребенка, или свою мать, или своего отца больше меня, ты недостоин меня. And at home, we have so many loving parents. Знаете, у нас в Германии труба, сколько любящих родителей. So many Простите за loving вольный перевод. leaders. И столько любящих служителей. Without any hatred of evil. Но интересно, что ненавидьте зло, они при этом игнорируют. It does not work. И так не работает. It's not pleasing unto God. Это не угодно Господу. If it's the truth, then it's the truth in every situation. Потому что истина, она остается истиной в любой другой конкретной Even if ситуации. it's painful. Даже если это приносит нам This боль. is not no excuse. Это не может нам послужить оправданием. Do you understand that? Вы же понимаете, друзья. And I see so many churches sick of this false love. Знаете, и церкви по-настоящему болеют этой лживой любовью. Они болеют ей. And they feel sorry for the people who live in sin, И они вечно жалеют людей, которые выбирают жить в грехе. but there's no fear of God. Но страха Божьего нет у них. No desire to honor a holy God. Нет у них желания честь воздать Богу Святому. And to do what they have to do. И просто тупо пойти взять и сделать то, что от них требуется. So the privilege of a free will, we can make a choice. Друзья, это и есть мы удостоились чести и привилегии иметь свободную волю, которая позволяет нам принимать решения. And we must make sure we make healthy choices on the basis of Scripture. И нам самое главное в жизни удостовериться, что мы принимаем здравые решения, основанные на Божьем Слове. Stupid choices. I want to be rich. Да, а не какие-то бесконечные глупые желания. О, я хочу разбогатеть несметно. I know one situation. There was a teenage daughter, and she said to her parents, "But I want to have a boyfriend too." Знаете, я, например, как-то раз имел дело с семьей, и там девочка-подросток, и она родителям говорит, ну, мне тоже хочется завести себе бойфренда, как все остальные вокруг. All my buddies in the school, they all have a boyfriend. I wanted to. У нас у всех одноклассников, у них у всех есть подружки, друзья. Ну, мне тоже так сильно хочется. And these helpless parents, they have no answer. Okay, if this is your desire, then what can we do? Да, и такие беспомощные родители. Ну хочется, ну ладно. This is when we don't understand the principles of the Word of God. Друзья, мы просто игнорируем принципы Божьего Слова, Why мы их не couldn't they понимаем. explain to her, yes, we know that you have this desire, but Почему, you can judge this desire on the basis of Scripture. почему нельзя было сказать этой девочке-подростку, да, мы понимаем твои желания, но почему бы тебе свои желания не взвесить на весах Слова Божьего? And you can make a Bible study and find out where God speaks about 14 years old having a love affair. You can study in the Word, you won't find it. И почему бы тебе не изучить Слово и не убедиться, что в 14 лет нет примеров в Писании людей, которые вдруг пускались
в необычайную любовь. So after the Bible study, if you don't find it in the Bible, then you can judge your desire by the Word of God. И если ты не можешь удостовериться и найти в Библии подтверждение, что в 14 лет тебе пора заводить некую любовь, почему бы тебе тогда не взвесить свои решения на основании Слова? We don't condemn you for having this desire, Потому что мы не осуждаем, с одной стороны, человека за то, что у него эти желания есть. but what you do with this desire. Но вопрос в том, что мы со своими Do you желаниями think делаем. because you have this desire, you have a right to live it out? Как ты думаешь, если у тебя внутри родилось какое-то желание, у тебя есть право его реализовать в No, практической you have жизни? the right and the ability to kill it. Нет, у тебя есть способность это желание в себе истребить. Why would the parents not teach her to Почему judge такие родители не desires in способны the light of the Word? обучать людей расценивать свои желания на основании Слова? Why wouldn't they show her that we have, by God's grace, the power to kill desires? Почему родители не могут обучить своих детей простой истине, что силой Божьего Слова мы можем искоренять в себе ненужные или преждевременные желания? Instead, the fact that she has this desire, this is the green light, go for it. Ну, конечно, желание — зеленый свет. It's a bit early, but if you have the Конечно, desire, what can we рановато, do? но раз желание есть, что мы все можем с этим сделать? This is false love. Друзья, все это лживая любовь. This is agreeing with feelings and not agreeing with truth. Потому что люди так, они живут в согласии только со своими чувствами, а не с истинами Писания. It's not just working with the desire to have a boyfriend, it's working with many, many other Друзья, evil desires. это распространяется не только на такие желания, как завести себе подружку или друга. Это распространяется, к счастью, на многие нечестивые желания, которые восстают в нашей плоти. Yeah. If as men we are not trained in the word, we have the desire to watch nudity. Если, This is how men are. Да, и интересно, если люди не способны обучиться этому, например, большинство людей любят смотреть на обнаженное тело. Ну, But так this is мужчины just устроены в частности. First half of the truth. The second half is you can judge your desires. You can say this is a wrong desire. I will not live it out, and I will kill it. И это первая часть. А вторая часть говорит о том, что у тебя есть способность от Бога различать свои желания, судить эти желания на основании Слова и убивать их благополучно, когда им не место. Colossians 2. Колоссянам 2 глава. Kill these desires. Там написано, Uncleanness. убивайте Kill it. внутри себя похоти, убивайте нечистоту внутреннюю. And if God gives a commandment, it's a promise. А когда Бог, вы помните, дает нам повеление и заповедь, это всегда There is no обетование. commandment to which God does not give the grace, the divine empowerment to do it. There is Нет not such a thing. такой заповеди в Писании, на которую Бог бы не давал благодать, чтобы мы были способны ее исполнить. Every commandment is a promise. Друзья, каждая Божья заповедь – это, по сути, еще и He обетование. gives the power to do it. Потому что Он готов дать нам силу для того, чтобы мы были послушны But we этой will заповеди. receive this power only when we agree first. Но мы можем принять эту силу только когда мы, во-первых, соглашаемся с тем, что Бог говорит нам. You know, we can ask out of a sincere heart, yeah, but how shall this be? Знаете, мы можем с искренним I have сердцем no idea. спрашивать, I don't understand. например, а как это может быть? Я не знаю, я не понимаю. But then the Holy Spirit comes and teaches us. Ну, и нормально это, Дух Святой приходит и учит нас, и наставляет нас. And we can ask the same question with a resisting heart. How shall this be? Понимаете, одно дело с искренним сердцем спросить, но я что-то там недопонимаю, а другое дело с сердцем, наполненным своеволием, говорить, ну а как это будет? And then, if we ask a question out of a resisting heart, we don't get any answers. И понятное дело, что человек, который любит задавать вопросы из противящегося сердца, он и не получает We ответов. just want to express our opposition. Почему? No, we don't Потому что agree. мы не хотим задавать искренний вопрос, мы хотим выразить свое несогласие. Мы говорим, а я с этим не согласен, своим вопросом. So many times in counseling sessions, people say, I don't understand. Знаете, это так часто бывает. У тебя, ты служишь какому-то человеку, у тебя с ним разговор, иногда неприятный, и человек тебе говорит,
но я не понимаю. And you can say, come on, be honest, you don't want it. Знаете, друзья, но ты говоришь человеку, почему бы тебе в таком состоянии не быть честным и сказать, что ты нисколько не понимаешь, ты просто не хочешь покориться. Have you ever heard the sentence, I don't understand? Знаете, вы слышали, я полагаю, от разных I say, людей, be honest, say, I don't agree. я не понимаю. Все, что ты можешь, это призвать человека и сказать, просто признай, что ты не If we согласен. want to train people, if we want to Итак, help them друзья, to если мы make хотим progress in their path of sanctification, Наставлять людей и помогать им на их пути в освящении. the importance of the will, the choice, free choice is so big. Здесь, конечно, никак нельзя переоценить важность свободной человеческой воли. A great example in Scripture, David. Например, удивительный пример из Писания – это Давид. I have chosen the path of faithfulness. Например, это дословный перевод с английского «Я избрал путь верности». Psalm 119, verse 30. 118-й псалом, ориентировочно 30 стих. I have chosen this path. Он пишет «Я выбрал». He doesn't say, I'm a very unfaithful person, but one morning I woke up and boy, a miracle happened and I'm so faithful now. И обратите внимание, он нигде там не пишет что-то такого. Я, конечно, был вообще человек неверный, а потом заснул, а на утро проснулся, опа, и весь верный. This is a major miracle. Какое чудо I случилось! never liked faithfulness and now here О, I am. мне никогда very, не very нравилась faithful. верность, но вдруг я проснулся, и вот, верность снизошла. There is no such miracle. Друзья, таких чудес в Писании не They will бывает. never happen. Этого никогда не бывает с людьми, которые надеются на что-то If you похожее. have no appreciation for the things that God likes, you will Например, never have them in your life. Если человек, вот лично христианин, не ценит вещи, которые ценны для Бога, он никогда в жизни ими не обзаведется. You read the Word of God and you say, and you read where God says, I look at the faithful ones. Знаете, но когда человек, например, читает Писание, и он начинает понимать, где Бог говорит, вот я ищу верных, And we understand God likes faithfulness. и ты начинаешь понимать, Бог очень ценит верность, Then we can make a decision. то тогда на основании этого мы все можем выбрать No laziness, no и сказать себе, missing desire. Nothing can stop you from making a decision. I will be a faithful person. знаете, No one, nothing, и no никакое devil, nothing. странное желание, никакой бес, никакой мест, ничто не может, например, остановить тебя в том, чтобы ты сделал решение в своем сердце, я выбираю быть верным Do you человеком. understand? Вы понимаете, о чем So я that говорю? means your future is in your hand. Другими словами, друзья, будущее наше, оно в наших руках. It's not, I wonder what God will do in my life. Знаете, не надо нам жить вот в таком состоянии. Интересно, что там Бог натворит в моей No, you жизни. decide today where you want to be in 20 years. Знаете, мы сегодня можем решить, где мы с вами окажемся через 20 лет. I will be a person of integrity. I will be a Например, person of humility and faithfulness. Я буду человеком чести, я буду человеком истины, я буду человеком верности. Yeah, but you don't know my past. О, ну, конечно, тебе легко, ты прошлого моего не I знаешь. don't need to know your past. Друзья, да мне не надо I знать need to ваше hear what you прошлое. decide today. Знаете, все, что мне интересно, это то, что вы сегодня And then I выбираете. can tell your future without being a fortune teller. Да, и я тогда смогу предсказать вам ваше будущее, совершенно не будучи чародеем. When I was a youth leader, God put on my heart to help Christians in the communist East Germany. Когда я служил как-то молодежным пастором, Господь положил в мое сердце желание помогать молодым людям на территории Восточной Германии. Because the holy anger rose up in my heart. How can a government decide what people are allowed to read and what not? Потому что внутри меня поднялось этот протест, что с какой-то стати правительство
каких-то государств будут решать, что люди будут читать, а чего они читать не будут. they were not allowed to read or even to print Christian books. Вы знаете, что, например, на территории Восточной Германии людям точно так же, ну, я полагаю, как в СССР, не разрешали And there was- даже печатать и читать какую-то религиозную литературу. And there was a holy indignation in my heart. How can a government decide what people can И read and внутри what меня not? поднялся этот Божий гнев, и я негодовала на то, что какие-то люди решают за целое население. And I wanted to help those people to get good teaching. И у меня было желание как-то этим людям помочь с хорошими I материалами. will not tell the whole story. But God made a way how we can help them with literature. Я не буду вам рассказывать videotapes, подробности, cassette tapes, но books. Бог нам открыл путь, как мы могли переправлять на территории Восточной Германии книги, видеокассеты тогда были, аудиокассеты. But there was one little problem. It was forbidden. It was illegal what we did. И то, что мы делали, было противозаконным And it was dangerous. и опасным And if they посему. would catch us, we would go to prison for И many если бы years. нас за это поймали, то нас бы посадили реально на долгие годы. But it was of God. Но это I от was Бога было. absolutely convinced. Я был убежден в этом. And I had some very, very committed, faithful people in my youth group. И в нашей молодежной группе были очень верные, очень посвященные ребята. And without asking them, I just shared my heart. This is what I will do. И я не упрашивал их, я не спрашивал, я просто им сказал, вот я собираюсь вот это They сделать. said, I will be in this. И они говорили, I will и я support тоже, you in я this. тоже, мы поддержим. Разные люди I так said, wait a отреагировали. minute. И я им сказал, If they подождите-ка, catch you, you go to вы prison понимаете, for что years. свою ответственность, если вас поймают за этим, то these people said- вас посадят в тюрьму. These people said, I trust you. И эти люди, интересно I сказали, believe God has spoken to you. мы верим тебе, мы верим, что I тебе will Бог do это it. сказал, поэтому Let мы me тоже help это you. будем делать. Давай мы тебе поможем. And I remember one time we had a meeting of the youth leaders, and I said, today we could write down names of certain people and put it in an envelope and store it somewhere. Yes, what for? And these names, you will hear about them, and you will see they have a ministry, and God will use them. Знаете, и потом у нас было такое небольшое собрание молодежных служителей, и я им сказал, знаете, вот здесь на листочке записаны имена людей, которые находятся в конверте, и мы его уберем, и никто не сможет его взять. Но увидите, во времени из этих людей вырастут прекрасные служители Божии. God is blessing faithfulness. Потому что Бог благословляет верность. One of those guys became a pastor. Один из этих ребят Full-time стал ministry. пастором, он находится One girl на полное became служение. the head of a big children ministry. Девушка одна, она выросла в прекрасного руководителя большого детского служения. You make a decision today. Знаете, мы сегодня, To be друзья, faithful. с вами принимаем определенные решения. And God Мы will выбираем, bless you, например, and God will use быть you, верными, и тогда Бог благословит нас. and will make you fruitful. И Бог сделает нас And will плодоносными. increase the sphere of your influence. И сам Бог тогда раздвинет пределы вашего влияния на каких-то And it людей. all starts with a choice. И все это всегда начинается с решений. I see so many confused, super spiritual, enthusiastic people. They dream about a glorious future and a big ministry. Знаете, я встречаю частенько людей, таких очарованных, они мечтатели, они мечтают о том, что некогда в их жизни будет великое, крутое служение какое-то. But they forgot the first step. Но, к сожалению, эти люди часто забывают про первый важный шаг, To choose the path of faithfulness. чтобы вначале выбрать путь к верности. And this applies to any other area of life. И это, по сути, распространяется на любую сферу I нашей don't care жизни. how much uncleanness there is in your life, how much laziness, how much rebellion. I don't care. Друзья, мне все равно, сколько нечистоты сегодня в вашей жизни, сколько там лени, сколько еще чего-то ужасного. Это вообще не имеет значения. But I would ask you, where do you want to be in 10 years? Знаете, вопрос сейчас вот такой к вам, в том состоянии, в котором вы есть. Где вы хотите оказаться через You 10 still лет? want to be in this uncleanness, in this Хотите вы laziness, дальше сидеть в своей нечистоте, в своей лени, in this fleshly attitude? сидеть в таком плотском I состоянии just wait for the blessing. и просто ждать некоего благословения?
It's not about who you are today, what you want to be in future. Друзья, это даже не упирается в то, кто вы сегодня, это упирается в то, кем вы будете в будущем. And God, this is an important thing. You make a decision, but also you need to believe that God is accepting this decision. This is Итак, друзья, мы с Also вами very говорим important. о том, насколько важно нам со своей стороны принимать правильные решения. Но и при этом вторая важная вещь – верить, что Бог серьезно относится и принимает эти наши решения. so it's very much depending on the way you view God and how God is dealing with you. Это отчасти упирается в ваше понимание того, как Бог с вами вообще отношения строит. So you make a decision, Итак, мы принимаем решение, but then you believe that God is accepting this decision. и важно нам удостовериться, что Бог принимает наше решение. You need to believe that God believes you. И нам нужно верить, что Бог верит нам, когда мы что-то Ему говорим. Otherwise, it will not work. Иначе так тоже не будет работать. If you make a decision at the same time in the back of your mind, say, "Oh, I made so many decisions, and I can't even trust my own decision. How can God trust it?" And I know it will Знаете, never work. важно нам тоже преодолеть вот это состояние. Я думаю, понятное для многих. Я уже Богу столько всего наобещал. Я уже сам не верю в свои собственные обещания. Я сначала обещал, потом не делал. Как Бог может верить в мои обещания, когда я уже сам себе I не must be доверяю? honest. I must look at the past of all my failures. Да, мне нужно I know быть it's not честным. serious and it will Мне not work. нужно просто отдавать себе отчет в том, что это очередная бла-бла-бла с моей стороны, и, наверное, из этого ничего не Then выйдет. it will not work. Друзья, с таким отношением и правда ничего не выйдет. But if you believe in the God of the Bible Но если вы верите в библейского Бога, and you say, "God, with all the sincerity I have, I make a decision. This is what I want." и вы приходите к Богу с искренним сердцем и говорите: Бог, я правда этого хочу. Then you see Jesus and says, "Yes, I believe you, and Да. I will help you." Мы глазами Духа способны видеть Иисуса, который говорит: да, я верю тебе, я доверяю тебе, я You принимаю must это. believe that Jesus believes you. Вам важно поверить, что Иисус верит вам. You say, "Where's this in the Bible?" Скажите, где это в Библии мне сейчас? Thank you for such a wonderful question. Спасибо за этот ваш прекрасный gives me вопрос. opportunity to Это explain. дает мне возможность вам объяснить I кое-что. like interactive preaching. Знаете, я люблю интерактивную проповедь. Remember Peter, Помните Петра? the big mouth? Рот у него Everyone был believes you. большой. I will stay faithful unto death. I love Да. you more than anyone О, else. я люблю тебя больше, чем все остальные. Буду даже верен до смерти, даже These are готов all умереть. weaklings, but you can trust me. I will stay Конечно, with конечно. you. У Петра какое состояние? Эти все слабаки, но я-то... And Jesus said, "Be careful." И Иисус ему говорит: You will betray аккуратней, me. осторожней, Петр, Oh, потому no, что ты Jesus, меня you don't предашь. know me. О, Иисус, да ты меня не знаешь. And surely enough, he betrayed Jesus. И мы знаем с вами, что, конечно же, denied him. Петр отрекся от Христа. And then, from this big, super spiritual hero who knows everything and can do everything, he just И мы fell понимаем, down. какой это был in complete эпичный despair. полет человека, который все может, все хочет и все будет. В полное этот человек упал в полную прострацию и отчаяние. What a big mouth I was. Знаете, этот человек сидел, я думаю, и думал: надо же, какой у меня рот только большой And оказался. I'm sure he enjoyed the self-condemnation very much. И я думаю, что Петр там сидел, себя просто ковшами грязи поливал. And here comes Jesus to restore him. И приходит к нему Иисус для того, And he чтобы asked this awkward восстановить question. его. И он задает Peter, do ему you этот love me вопрос: more than the others? Петр, так ты любишь меня больше других? He said, "Jesus, I'm not talking about loving more than anyone else, but this is what I want." Да. И он мне говорит: Иисус, правда, я уже не хочу сравнивать себя And it was ни с not кем easy еще, for но him это to то. pronounce what he wants. Но я этого хочу, я хочу тебя любить. И я Because думаю, ему было не очень приятно There это was все this произносить. big mountain of failure. Потому что за плечами у него оказалась гигантская гора And he неудач. had to make a choice. Do I И в этот define my момент- future by the amount of failure? И в этот момент ему нужно было решить для себя, что будет определять его. Либо гигантская гора его неудач,
or on the simple basis of my choice, my decision. Или когда я не буду в этих чувствах, а я буду просто принимать решение снова. And 3 times he had to go И through this трижды ему procedure. пришлось пройти через этот вопрос от Иисуса. And he had to experience the grace of God. И это сидел человек, и ему пришлось пережить Божью Where благодать Jesus тоже. said, in spite of all your failure, Когда Иисус ему говорил, несмотря на все твои неудачи, I accept your new decision. я принимаю твое новое I решение. believe in your choice. Я верю, я доверяю твоему Let's go выбору. together. Ну хорошо, давай вместе пойдем. I will help you. Я тебе помогу. The battle was in Peter's heart, not in Jesus' heart. И мы же понимаем, что вся борьба, она была в сердце Петра, не в сердце Иисуса на And самом he had to деле. make a decision. Это Петру нужно было How сделать do I решение. define my future? Как я буду смотреть на свое будущее? all Что my определит failures? его? Вот весь мой негативный багаж будет определять мое Or by будущее. decision that God accepts Или решение, которое я сейчас сделаю, и которое Бог without принимает. any proof. Без всякого Just because доказательства I say, пока. this is what I want. Я просто скажу своему Богу, что я хочу. Jesus built the future of Peter on this decision. И будущее Петра Бог построил на этом простом его And решении. therefore I say, I don't care in what Именно spiritual поэтому condition you are today. я вам и говорю сегодня, это не имеет сейчас такого уж самого важного значения, в каком состоянии вы сегодня здесь But when находитесь. Jesus comes to you, what do you want? Но когда Иисус придет к тебе и скажет, а что ты хочешь? Where do you want to be in 10 years, in 20 years? Где ты хочешь оказаться 10 лет спустя или 20 лет спустя? Then it's absolutely important what comes out of your mouth. То тогда самое большое значение имеет то, что исходит из наших Make уст. good decisions. Друзья, Choose life. Выбирайте жизнь, Choose принимайте blessing. правильные решения, Choose выбирайте obedience. благословение, выбирайте And послушание. trust that He will help you to fulfill your decision И and your promise. доверяйте Ему, что Он сделает внутри вас и реализует внутри вас те решения и те желания, о которых вы Ему говорите. No, we do decisions on the basis of the truth. Друзья, очень важно нам принимать решения на основании And истины we believe in a God и верить в Бога, who takes us serious. который серьезно воспринимает And наши we слова. trust His ability to change us. И при этом Бог, на которого мы можем уповать, что Он будет производить внутри нас все необходимые перемены. Amen. Аминь. So it all starts with the Итак, question, друзья, what все do you want? начинается с вопроса, а что ты хочешь? Make decisions on the basis of the Bible. И принимайте решения в соответствии со I Словом. want to learn humility. Я I want to have a хочу pure heart. научиться смирению. Я хочу, чтобы у меня было чистое сердце. I want to be a person that is trustworthy. Я хочу быть человеком, на которого можно положиться. I want to learn to love God more than anything else. Я in my хочу life. научиться быть человеком, который любит Бога больше всего остального в моей жизни. I want to obey Him even if it costs me something. Я хочу научиться быть послушным Ему, даже если я буду платить за это высокую цену. Jesus speaks about people who receive His word and they are so excited and so full of joy and wow, they go Иисус for it. говорил в притче о сеятеле, да, Он говорил о людях, которые с радостью принимают Божье Слово. And it says, the word says, and when afterwards tribulation comes because of the word, А потом Писание говорит нам, но когда наступали скорби из-за Слова, they fall away. они отпадали. Why? Почему? Because they don't have a root. This is how Jesus explains it. Потому что они так и не пустили корня. Это то, как Иисус объяснил And what это. is the missing root? И что это за такой Which would give them несуществующий stability. корень, который должен был дать им стабильность? The missing root is even if it costs me something, I will be faithful. Это внутреннее посвящение, что даже если верность Богу будет мне чего-то стоить, я готов заплатить. I will not be offended if God leads me ways that I do not understand. Я не буду обижаться на Бога и притыкаться только потому, что Бог выбирает вести меня путями, которые непонятны моему мозгу. These people experienced pressure, persecution, Люди, которые пережили давление, гонение, tribulation. какие-то испытания в They were жизни, not ready for it.
И они не были готовы к этому. Why they were not ready? Почему не были готовы? Because they had a wrong understanding about what it means to follow Jesus. Потому to что, stay faithful во-первых, to the у word. этих людей не было правильного понимания, что значит следовать за Иисусом. А следовать за Иисусом – это оставаться верным Его They Слову. believed the love of God would spare me from difficulty. Знаете, это смешные люди, которым кажется, что Божья любовь должна избавить их от любых жизненных God loves me неприятностей. so much, He О, will Бог never настолько сильно allow меня anything любит, Он мне painful to никогда happen in my life. не позволит каким-то болезненным вещам в моей жизни быть. This is not in the Bible. Но вы нигде этого в Писании не найдете. Righteous go through many afflictions. Потому что много скорбей у праведного. We have many resistance from the world, from the devil, И этот мир противится нам, и дьявол противится нам. sometimes even from our brothers and sisters. Иногда и братья и сестры противятся нам. We don't have the promise for an easy way. Друзья, никому из нас легкий путь, But we have the широкий, не promise that He обещан. will be with us. Он одно нам обещал, что на этом жизненном пути Он будет всегда с And нами. He will bring us through every difficulty. И Он проведет нас через любые трудности. If I walk in the valley of death, Потому что даже если я пойду долиной I смертной will тени, not fear evil, я не убоюсь зла, for you are with me. потому что Ты со мной, и Ты утешаешь меня, Knowing He will bring me through. понимая, что Он все равно выведет меня. So it must be a sound decision on the basis of the word. Это вот я вам и говорю про те самые здравые And not решения, our fantasies. которые мы принимаем на основании Слова, а не About- фантазии некие. How we think God should act. Например, когда мы хотим Богу вложить God понимание, will act как Он with- должен себя God вести will с deal нами. with you as the word has shown us. Друзья, Бог будет иметь с нами дело так, как это Many прописано в Слове. afflictions, many difficulties, Много скорбей resistance. у праведного, Things will много happen you don't understand. сопротивления, много вещей, которые мы просто And понять даже не you have можем. plenty of opportunity to mistrust God. И много-много разных возможностей Why обидеться is на this Бога и не happening? доверять I don't Ему, understand. и задаваться вопросами, почему это все в моей жизни происходит, я не понимаю. Be careful. С такими вещами You can осторожнее say, I надо. don't understand, but Да. I submit to your ways. Мы можем сказать Богу, да, хоть я и не понимаю, но я покоряюсь Or you say, I под don't Твою руку. understand. Или мы можем ему говорить, And it means- что-то я не понял, Бог. What your heart is saying, I do not deserve this. Знаете, а сердце наше вопит, я этого не заслужил. This is not fair. Это нечестно, это несправедливо. So you want to be God and you want to decide what is fair. И хочется нам быть богами и решать, что будет справедливо, а It что will нет. not work. Humble yourself. Так, друзья, ничего никуда не пойдет. Смиритесь под крепкую руку And instead Божию. of asking, why did this happen? И вместо того, чтобы сидеть и ворчать, почему это все произошло. You will never get an answer to this question. Кстати сказать, на эти вопросы редко бывают But if you ответы. ask, what can I learn from this? Но когда вы задаете правильный вопрос, You'll get Господь, plenty of answers. чему я могу научиться из этого, вот тогда ответов будет очень много. So let us believe Поэтому давайте that верить, everything that is coming in our lives что все, что приходит в нашу will жизнь, work together for в good. конечном счете любящим Бога и призванным по Его And what изволению, means for good? будет все содействовать во благо. А что For значит во bringing благо? forth the image of Christ. Во This is the благо, good. когда наш характер преобразуется в подобие Христа. This is the good. В это Not a good самое life, благо. not- Это никто не no говорит problems, про plenty некую of money and- хорошую жизнь, куча денег. The Не об good этом благе. That all the circumstances work together for is the image of Christ. Знаете, все This эти is вещи what it's all about. содействуют нашему благу, когда я похож на Иисуса. В это все упирается. After 40 years of going through wilderness, God says, remember all the way that I led you through the desert and all the bad circumstances and all the disappointments and all the terrible things that you suffered because I wanted to humble you. Бог сказал евреям после 40-летнего блуждания по пустыне, а теперь я хочу, чтобы вы помнили весь путь, которым я провел вас. Все те злоключения, страдания и переживания, которые случились на вашем пути, потому что я Бог ваш, и я хотел вас смирить. God didn't make a promise, I will give you an easy life. Бог никому никогда не обещал легкой жизни, You will always be super happy. что вы будете всегда But супер God счастливы. promised, if you trust me,
Но Бог обещал, что если мы будем If you уповать stay на with Него me, и быть с Ним, I will use all the things Он in сказал life, тогда, and mostly the negative things, всякого рода вещи, и в частности, и в большей степени негативные, я их использую для того, чтобы обернуть тебе это во благо. to create the image of my Son. И в конечном счете произвести внутри That's his тебя goal. подобие моего Сына. The eternal happiness comes later. Да, он говорит, вот это вот безудержное, вечное No счастье, оно pain, будет no sorrow. позже. Оно будет там, где It не will будет come. ни боли, ни страданий, ни слез. Это ждет нас впереди, друзья. Now, Но we have сейчас the promise of many difficulties. нам обещаны, друзья, многие скорби. And it takes faith and it takes Bible knowledge И это требует веры и понимания Писания. to stay faithful to Him and Чтобы not allow оставаться верным. ourselves to rise against God. И не восставать Why did против this happen? Бога. И не говорить, почему все произошло. This is not fair. I don't deserve that. Это несправедливо, я не заслужил. So this goal that God has must be so precious. Друзья, и вот эта цель, которую преследует Бог, она должна быть настолько для нас You драгоценна. have the privilege for eternity to bear, to show, to demonstrate the character, the heart of Christ. Представьте This себе, is your calling. в вечности, и это наше основное призвание, мы будем иметь возможность сиять и являть, и проявлять божественный характер самого Христа. What a privilege. Какой We were чести мы sinners, we were enemies, удостоились. Мы были грешниками, врагами Божьими были. and we not just escape hell, И мы не просто убежали от ада, but we друзья, display the beauty, но мы the способны character of являть Christ. все красоты характера Христа. And for all eternity, we will know He has this character because I have it, because it's given to me, not because И в вечности, друзья, мы It's тоже my будем понимать, что own work. Его работа произвела характер во мне такой, как у Него. Это не я поднапрягался, поэтому слава вся Ему. Think about this privilege of free choice. Друзья, думайте над этим удивительным даром Make свободной right воли. choices Друзья, on the basis of правильные Scripture. решения принимайте в своей жизни, помните о своем будущем And trust Him. и уповайте на He Него, takes you serious, потому что Он ваши слова воспринимает серьезно. and He will bring forth И Он обязательно родит what you decided for. и обязательно произведет в вашей жизни то, что вы Character, решили для себя. beauty of Christ. Характер и красоту Христа. And for all eternity, you are a living example about the power of the cross. И вы всю свою жизнь будете живым, ходячим свидетельством Turn an enemy силы of креста. God into something glorious. Потому что Он может взять Божьих врагов и преобразовать их во что-то по-настоящему wise, прекрасное. make good choices, Будьте мудрыми, друзья. and Делайте trust God. правильный выбор и уповайте на Бога. Amen. Аминь.